Ежегодно в Якутии растет число людей с впервые установленным диагнозом рак. Если 10 лет назад выявлялось около 1500 человек в год, то в этом году их число достигло 2500. Если у нас 11 тысяч состоит на диспансерном учете, да, более 4000 – это жители города Якутска. Выявляется в городе Якутске около 700 случаев в год. Отличается заболеваемость мужского населения, женского. Да? У мужчин, значит, преобладает рак легкого. На втором месте в этом году вышел рак предстательной железы. На третьем месте рак желудка, четвертое – печени. Среди женского населения на первом месте рак молочной железы, на втором месте рак шейки матки, на третьем месте рак легкого, в четвертом рак желудка. Ежегодно у нас выявляется более 20 случаев детского населения. Больше заболевают ранний возраст. Это в основном гематология и рак головного мозга у них, у детей. В Якутии диагностируют рак, когда опухоль уже размером с кулак, говорит главный врач поликлиники Якутского республиканского онкологического диспансера Петр Каратаев. Причин для этого 3. Нехватка врачей на местах, слабая материально-техническая база и, что главное, позднее обращение самих граждан. Есть люди, которые с большими, несколько килограммовыми опухолями ходят. Они же не приехали с леса, вот один, который живет, да. Но среди людей, среди нас они ходят. Я могу даже фотографии показать, там страшные фотографии есть. Раковая настороженность должна быть у всех, у населения, у врачей, у всех. Возможно, это опухоль, возможно, это опухоль. Задача по всей России стоит, что в первичном звене должны выявить, а потом к нам отправить. Поэтому у нас из-за нехватки онкологов процент запущенности у нас высокий. В поликлинику онкологического диспансера будущие пациенты должны прибыть уже с готовыми анализами, заключением терапевта, гинеколога, рентгенографией, снимками УЗИ и так далее. Но реальность далека от идеалов. Не всегда, конечно, это получается, так как с оснащением, с врачами в некоторых районах, конечно, туговато, поэтому практически полностью обследование больные проходят в условиях нашей поликлиники. В 2013 году поликлиника и администрация онкологического диспансера переехали на первый этаж жилого дома по адресу Свердлова 3/1. Просторный холл – единственное помещение в поликлинике, где людям не тесно. Здесь расположена регистратура, которая ежедневно с 8 утра до 15:40 принимает от 120 до 150 пациентов. Минус нового здания в том, что он не приспособлен для лечебного учреждения, поскольку требованиям Санпин не отвечает. На все здание всего 3 туалета, длинные коридоры вьются узким серпантином в немыслимом лабиринте без окон и дверей. До этого, конечно, мы ютились в практически 120 где-то квадратных, 150 квадратных метрах, конечно. Условия улучшились и для медицинского персонала, и для больных. Однако у нас летом бывает очень жарко, душно бывает. У нас 50% больных тяжелые больные, поэтому, конечно, для больных и для персонала это очень тяжело. В поликлинике работают 3 онколога, 2 гинеколога, врач-маммолог, онколог головы и шеи и диспансерный врач. В среднем каждый врач принимает ежедневно по 20 пациентов, но иногда их число может достигнуть и 35. Допустим, если смотреть по вот этому журналу, вчера, допустим, было 30 человек, 30 лишним было. Вот, не скажу, что конкретно, да, наплывами идут. Но больных очень много, очень много. Конечно, получается 8 онкологов, там по районам 7 онкологов, да, это будет сколько, 15 городских онкологов, 3. 20 онкологов, получается, работает на всю республику. Большинство новейшей аппаратуры, закупленной по линии модернизации здравоохранения, находится в стационаре и в радиологическом центре. В 2015 году для лор-врача приобрели новое рабочее место, что позволило выявлять опухоль гортани, ротовой полости, ушей, носовых пазух, проводить эндоскопическую хирургию. К слову, ежегодно в Якутске выявляется 70 больных с опухолью головы и шеи. Средний возраст пациентов от 40 до 60 лет. Технические оснащения у нас отвечают всем современным требованиям. Разве что у нас нет МРТ и нет возможности у нас остеосинтиграфии, синтиграфических исследований у нас нет, а все остальные обследования, в принципе, мы сами в своих условиях проводим. Есть также процедурный кабинет, где учетные и обследуемые больные сдают анализы. В предыдущие годы в этом же кабинете был дневной стационар на 2 койки, который принимал по 25 и 30 человек в день. Вот в таком вот маленьком помещении. Люди получали химиотерапию сидя, лежа. Также в кабинете химиотерапевта у нас тоже там стояла кушетка. С этого года дневной стационар у нас перебазировался в отделение химиотерапии, поэтому уже химиотерапию люди получают в более лучших условиях. Онкологический диспансер сотрудничает с Северо-Восточным федеральным университетом не первый год, но специалистов, выпускников в области онкологии можно пересчитать на пальцах. Не престижная работа онкологом работать. Это очень трудная же работа.
С утра до вечера очень сложно больные все недовольны. У любого больного попасть в онкологический диспансер – это катастрофа, это вообще конец жизни. Вот так они думают, поэтому все нервозные, взвинченные, недовольные. Люди всегда думают, почему я заболел, почему другой, кто-то не сосед. Решением многих проблем мог бы стать онкологический центр, речь о котором идет уже несколько лет. Сейчас принято решение разделить строительство на 3 части – реконструкция радиологического отделения, строительство диспансера и поликлиники. Республиканская инвестиционная компания курирует этот вопрос, и окончание работ стоит ожидать уже в 2018 году. По крайней мере, в это верят врачи и их пациенты. Надежда Ефимова, Николай Необутов, ЕСЯ.